Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна, и сегодня мы разберем задачу, в которой будем применять формулы для нахождения площади многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности. То есть нам нужно найти площадь многоугольника, и я записываю площадь многоугольника, вопрос. Радиус вписанной и радиус описанной окружности. Принято, что радиус вписанной окружности обозначать через r малое и радиус описанной окружности. Если n равно 6, а сторона равна 2. То есть я должна записать, что наша сторона, я запишу А6 равно 2. Начинаем вычислять. То есть для того, чтобы найти площадь нашего многоугольника, я должна использовать формулу. S равно 1/2 r маленькое умножить на a n и умножить на n. Вспоминаем, что это такое. Я записываю r – это радиус вписанной окружности. R большое – это радиус описанной окружности. N – это количество сторон. Еще что нам необходимо знать? А n – это сторона нашего многоугольника. И начинаем разбирать. S равно 1/2 r вписанной окружности на сторону нашего многоугольника, на длину стороны и на количество сторон. Из данной формулы нам известно, чему равна сторона нашего многоугольника и сколько этих сторон. Но, к сожалению, радиус у нас неизвестен. Да, в принципе, у нас и в задаче в поставленном вопросе написано найти радиус вписанной окружности. Вспоминаем, для того, чтобы найти радиус вписанной окружности, нам нужно применить формулу АН разделить на 2 умножить на тангенс 180 градусов, деленное на n. Акцентируя внимание на эту формулу, мы разбираем. АН у нас известно, конечно, равно 2. Тангенс 180 разделить на n. n у нас тоже известно, поэтому я могу подставить значение. У нас получается 2 разделить на 2 умножить на тангенс 180 градусов разделить на n. Подставляем 2 разделить на 2. Вообще-то можно было уже сократить. И тангенс 180 разделить n у нас равно 6. Поэтому я пишу тангенс 30 градусов. 2 и 2 сокращаются, в результате остается 1 разделить на тангенс 30 градусов. Это табличное значение, которое равно корень из 3 разделить на 3. Когда я единицу разделю на корень из 3, деленное на 3, у меня получится 3 разделить на корень из 3. Можно, в принципе, избавиться от иррациональности, тогда у нас в результате получится 3 умножить на корень из 3 разделить на корень из 3. Помните, да, как избавляться от иррациональности? То есть я наше исходное выражение умножила на корень из 3, деленное на корень из 3. И в результате у меня получается 3 корень из 3 разделить на 3. 3 и 3 сокращается и остается корень из 3. То есть мы можем сразу же найти площадь нашего многоугольника. Итак, S равно 1/2 умножить на корень из 3 умножить на 2 и умножить на 6. В результате у нас получается 6 корней из 3. То есть площадь нашего многоугольника равна 6 корней из 3. Радиус вписанной окружности равен корень из 3. Осталось найти только радиус описанной окружности. Итак, радиус описанной окружности у нас вычисляется по формуле АН разделить на 2 и умножить на синус 180 градусов разделить на n равно. Я подставляю АН у нас равно 2 разделить на 2 синус, понятно, 180 разделить на 6 это будет 30. В результате двойки у меня сокращаются и остается 1 разделить на 1/2, а 1 разделить на 1/2 это будет двойка. То есть радиус описанной окружности равен 2. Итак, в принципе мы ответили на вопрос к нашей задаче. Но, ребят,
Для того, чтобы решить данную задачу, нужно четко знать формулы. То есть наши главные важные формулы – это радиус вписанной окружности, это площадь нашего многоугольника, и это радиус описанной окружности. Но чаще всего вы эти формулы не знаете. Но это не говорит о том, что если вы не знаете формулы, вы не можете решить данную задачу. То есть, если, конечно же, формулы упрощают намного решение задач, и вам остается только подставлять известные данные в эти формулы. Но есть и другой способ для решения данной задачи. В этом случае нужно размышлять. Итак, у нас дан шестиугольник, то есть вы строите данный шестиугольник. И в этом шестиугольнике вы понимаете, итак, n у нас равно 6, я его уже построила. У нас сторона равна 2. И нам, допустим, нужно найти, первое, площадь. Правильно? Площадь. Что я делаю? Понятно, что я рассуждаю, и я понимаю, что если я найду площадь, это же правильный многоугольник, если я найду площадь вот этого треугольничка, то я могу его умножить на 6 и тем самым найти площадь вообще всего многоугольника. Я рассуждаю дальше. Я не знаю формул, но я знаю, как вычисляется площадь нашего треугольника. И площадь треугольника у нас вычисляется по формуле 1/2 а на HA, 1/2 а на HA, или там b на HA. У нас вычисляется по формуле еще одной 1/2 а на b на синус угла между ними. Наверное, если бы я не знала формулу, я бы воспользовалась вот этой формулой. Почему? Объясняю. Это у меня шестиугольник. То есть вот этот уголочек у меня будет чему равен? Если их 6 в многоугольнике помещается, то вот этот угол у меня равен 360 разделить на 6. То есть этот уголочек у меня равен 60 градусов. Правильно же? Если этот угол равен 60 градусов, а этот треугольник у меня равнобедренный, следовательно, и вот этот угол, и этот угол равен тоже 60 градусов. А если они все по 60 градусов, тогда это равносторонний треугольник. Тогда стороны равны по 2. Я могу использовать эту форму. То есть площадь равна, это треугольничка, да, площадь. Тогда площадь треугольника равна 1/2 умножить на 2 умножить на 2 и на синус 60 градусов. А данные значения, данную формулу я знаю превосходно. И у меня получается 2 умножить на корень из 3. 2 умножить на корень из 3, деленное на 2. 2 и 2 сокращается, и в результате остается корень из 3. Это площадь одного треугольника. Тогда площадь многоугольника у меня чему будет равна? Мы сказали, что этих треугольников здесь 6. Значит, я 6 умножаю на корень из 3. У меня получается 6 корней из 3. Когда я использовала свою формулу, у меня в результате тоже получилось 6 корней из 3. Но я данной формулой не пользовалась. Да? То есть я вам помогаю, вернее, я вам советую, если вы не знаете формулы, порассуждать и найти другой выход. Теперь то, что касается радиуса. Во-первых, мы уже этот радиус нашли. То есть сторона, в этом случае нужно прекрасно понимать, что радиус описанной окружности проходит через вершины данного многоугольника. Поэтому вот этот отрезочек будет являться радиусом описанной окружности. А мы нашли, чему это равно. Равно 2. Радиус описанной окружности равен 2. И в нашем случае радиус описанной окружности равен 2. А теперь радиус вписанной окружности. Давайте не будем нагромождать вот этот рисунок, а я еще один треугольник построю. Мы знаем, это 2, это 2, это 2. Радиус описанной окружности – это вот эта высота в равнобедренном треугольнике. Если эти все стороны по 2, тогда это единичка, правильно? А по теореме Пифагора мы можем найти, что вот это расстояние, то есть r, да, в квадрате, это есть 2 в квадрате минус 1 в квадрате равно 4 минус 1, это будет 3. То есть r в квадрате равно 3. Отсюда r равно корень из 3.
А мы находили через формулу, что радиус писаной окружности равен корень из 3. Таким образом, мы решили задачу двумя способами. Первый способ, конечно, очень удобный, но в этом случае нужно четко знать формулы и в эти формулы подставлять готовые значения. Если вы не знаете данных формул или вы сомневаетесь в правильности, да, формул, которые вы записываете, тогда можно решить это методом рассуждения. Итак, ребят, сегодня мы разобрали задачу, которую я показала, решение которой я показала двумя способами. Я уверена, что вы сможете находить площади многоугольников, используя для этого либо выученные формулы, либо свои рассуждения. Я вам желаю удачи. На следующем уроке мы продолжим работать с многоугольниками, а на сегодня урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.